Продолжаем дополнять информационную картину субботы. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Основные темы этого выпуска. Переобуваемся вовремя из-за сложившихся погодных условий. Госавтоинспекция призывает автомобилистов подготовить свой транспорт. Сегодня отмечается Международный день войлока. Как с этим праздником связана республиканская ярмарка? Северная красавица якутянка завоевала сразу 2 титула на конкурсе красоты. Госавтоинспекция призывает автомобилистов начать подготовку транспортных средств к зимней эксплуатации. В целях снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий автомобилистам следует поменять летние шины на зимние. Также рекомендуется скорректировать стиль управления, переходя на более плавное и аккуратное вождение без совершения резких маневров. Согласно прогнозам Якутского гидрометеоцентра, в ближайшие дни на юге, юго-востоке и в центральных районах республики ожидается мокрый снег и дождь с порывами ветра от 9 до 14 метров в секунду, в связи с чем возможно образование наката на дорогах, а также налипание мокрого снега и появление снежных заносов. Осенне-зимний период считается самым сложным временем для вождения автомобиля. Об этом можно судить по многочисленным дорожно-транспортным происшествиям, которые происходят в этот период. Следует помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге возрастает в разы, поэтому водитель должен заранее снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам и перекресткам. Необходимо воздержаться от поездки на личном автотранспорте, если он не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду. Подъем уровня воды на реке Лени прогнозируют в ближайшие дни на участке Витим-Пелендуй. На данном участке ожидается формирование максимума дождевого паводка с общим ростом около 2 метров. Также в результате выхода волн дождевых паводков на участке Витим-Саньяхтах в пределах Ленского и Алекминского районов отмечается суточный рост уровня воды 10-70 сантиметров. 3 и 4 октября ожидается подъем в центральных районах. Президент России Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы 8-го созыва. Оно состоится 12 октября. Согласно Конституции Российской Федерации, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания. Однако президент России может созвать заседание раньше этого срока. С момента начала работы нового созыва полномочия Госдумы прежнего созыва прекращаются. Напомню, что выборы в Госдуму 8-го созыва прошли в России с 17 по 19 сентября. Благодаря мерам поддержки в Якутии впервые за последние 6 лет удалось переломить снижение рождаемости. Вместе с этим растет и доля рождений третьих и последующих детей, которая составила 39,5% в общем числе рождений. Об этом было сказано во время расширенного заседания коллегии Министерства труда и социального развития Якутии. В рамках нацпроекта «Демография» реализуются программы и проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости старшее поколение», укрепление общественного здоровья и спорт – норма жизни. Накануне ко Дню пожилых людей в Якутске открыли новое отделение сестринского ухода для паллиативных больных Республиканской клинической больницы номер 3. В новом стационаре не только оказывают реабилитационную медицинскую помощь, но и психологическую поддержку тяжело больных пациентов. Продолжит Саргалана Неустроева. Открытие отделения сестринского ухода для паллиативных больных – важное событие, которое, безусловно, послужит толчком для быстрого развития социальной медицины республики. Чтобы вы понимали, это непривычное и такое табуированное для пожилых понятие, как дом престарелых. Это настоящий медицинский центр для реабилитации тяжело больных. Пока отделение рассчитано всего на 13 коек. Чуткий медперсонал, приятная атмосфера и высококвалифицированные специалисты гарантируют спокойное пребывание пациентов в стационаре. При этом работает отделение в круглосуточном режиме. Сегодня в отделении работает врач, который именно специализируется на оказании паллиативной помощи. Кроме этого, еще для наших пациентов по показаниям проводят консультацию узкие специалисты, такие как хирург, офтальмолог, психолог, психиатр и врач физической и реабилитационной медицины.
Получают пациенты здесь и массаж, а также проходят курсы лечебно-физической культуры. Так что можно сказать, отделение сестринского ухода не курорт, но что-то близкое. Здесь пациенты наконец могут отдохнуть от бесконечных походов в поликлинику, необходимости ухаживать за состоянием своего здоровья и беспокойства по этому поводу. Так, например, Анна Готовцева в стационар легла вместе с мужем. До этого ей приходилось ухаживать за супругом после проведенной ему операции. Ой, я так рада, что придумали такое отделение. Я так рада, что мы попали. Ну, хоть месяц я отдохнула, сама подлечилась, и муж подлечился. Довольны оказываемой помощью и другие пациенты стационара. В общем, больница мне понравилась. Очень хорошие люди, внимательные, и чистота, порядок. И всегда, когда надо, все они здесь. Поэтому я доволен, что персонал хороший. Важно отметить, что на базе стационара совместно с некоммерческой организацией «Долгожить» реализуют и социальные проекты, направленные на развитие паллиативной медицинской помощи в регионе. Сейчас наша организация «Долгожить» реализует социальный проект по школе домашнего ухода для родственников паллиативных пациентов. У нас, конечно же, в планах реализации и других социальных проектов, в том числе и респисной помощи для семей. Также мы будем развивать волонтерское движение. В рамках открытия отделения пациентов навестила и вице-премьер республики, которая вместе с персоналом стационара вручила больным подарки ко Дню пожилых. Как отметила Ольга Балабкина, это долгожданное и важное событие в рамках исполнения послания главы республики Айсена Николаева Госсобранию о совершенствовании системы медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. 6 новых домов достроили в селе Бяськёль Горного района, и теперь они готовы к заселению. Сегодня ключи от зданий получили семьи, чье жилье уничтожила стихия этим летом. Наша съемочная группа тоже присутствует на церемонии вручения ключей, и сейчас моя коллега Мадина Халикова выходит с нами на прямую связь. Мадина, приветствую, расскажи об этом, пожалуйста, подробнее. Валерия, добрый день. Да, действительно, мы находимся сейчас в селе Бяськёль, и сегодня 5 семей получили ключи от своих новых квартир. Квартиры благоустроенные, квартиры полностью оборудованы всей сантехникой, и действительно здесь сейчас царит очень радостное настроение, и передать его, наверное, невозможно. Сейчас вы можете видеть, за моей спиной проходит экскурсия по новым домам, ну а также сейчас со мной стоит одна из новоселов, это Светлана Николаевна Яковлева. Светлана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Николаевна, расскажите, какие у вас эмоции? Сегодня вы одна из первых получили ключи от заветного жилья. Собственно, поделитесь с нами вашими впечатлениями. Я очень рада, волнуюсь, волнительно, радостно. Я счастлива. Благодарю всех, от правительства до простого рабочего, всех, кто это Помогали. создали, да, строили. Светлана Николаевна, ну вот сейчас предстоит, наверное, самая приятная часть. Это такие приятные хлопоты, обустройство своего жилья. Что в первую очередь будете делать? Я в первую очередь буду мебелью буду оборудовать, да. Спальню, кухню, гостиную, прихожую. Когда вы увидели свой дом впервые, какие эмоции испытали? Ведь действительно никогда раньше не было такого благоустройства масштабного. Да, я была очень рада за благоустройство. Все коммуникации подведены? Ага, все коммуникации подведены, котел там, все насосы там, все есть.
Но я еще раз вас поздравляю с тем, что у вас сегодня такое радостное событие. Счастья вашему дому, счастья вашей семье. Ну а также я хочу сказать, что, конечно, на этом работы еще не закончены, потому что нужно сдать еще 28 домов. К середине октября стоит такой план, рабочие идут по графику. И, конечно же, работа здесь кипит постоянно и круглосуточно. Строители трудятся в поте лица, мы сами в этом сегодня убедились. Ну и, конечно же, мы следим за ходом строительства. Валерия. Спасибо большое, Мадина, за полную информацию. Ну а я напомню, что с нами на прямой связи из села Бяськёль была наш корреспондент Мадина Халикова. Сегодня отмечается Международный день войлока. В связи с этим в Якутске состоялась республиканская ярмарка «Теплая зима». Мастера из разных районов Якутии представили посетителям обувь, одежду и элементы интерьера, изготовленные из натурального материала. Одним из главных событий ярмарки стала презентация изделий из шерсти овчебука. Это гибрид снежного барана и домашней овцы, выведенного ведущими учеными республики. Также в рамках мероприятия состоялся показ коллекции валяных изделий победителей международного конкурса «Войлочное вдохновение». Посетители ярмарки могли не только купить продукцию из войлока, но и самим ознакомиться с различными техниками валяния. Во-первых, это натуральный материал. Мы за это его любим. Во-вторых, это теплый материал, очень востребованный в нашей республике. Так, очень экологичный. И, между прочим, дышащий. Это может быть интерьерная какая-то вещь. Даже фруктовые тарелки валяют, даже вазы для цветов и так далее. В общем, абсолютно все можно свалять из этого материала. Сотрудники Министерства экологии провели очистку лесного массива от несанкционированных свалок. Защитники природы выходят на субботники еженедельно, начиная с мая месяца. Подробнее в материале Власия Сергеева. Несмотря на прохладную погоду, на субботник вышло 120 сотрудников Министерства экологии и его подведомственных учреждений. Работа проходила в двух локациях – в лесном массиве на 4-м километре Намцирского тракта и в местности Сопка Любви. Мы хотим отдохнуть в чистом лесу, да, и везде мы смотрим мусор. От кого это зависит? От каждого человека. Каждый житель нашей республики должен быть ответственный за это. И сегодня мы посвятили этот субботник ко дню рождения нашего министерства. Каждый год мы отмечаем именно вот таким выходом на субботники. Данный субботник стал заключительным в этом сезоне. Сотрудники Минэкологии выходили на очистку леса еженедельно, начиная с мая месяца. По их словам, после уборки несанкционированные свалки практически сразу вновь начинают заполняться мусором. На сегодняшний день у нас 9 вот таких несанкционированных свалок. Это на территории города Якутска. Это в лесном фонде только. Вот они приехали отдохнуть, и за собой никто ничего не убрал. Даже еще вплоть до того, что даже привезли и вывалили. Вот диваны всякие. Была такая поговорка: хорошо живут там, нигде убирают, а где не мусорят. Вот надо потихоньку уже подходить к этому. Сотрудники Минэкологии напоминают о том, что за несанкционированную свалку мусора предусмотрены штрафы, которые для физических лиц начинаются от 1000, а для юридических лиц от 100 тысяч рублей. По выявлению нарушений у нас рейды проводятся постоянно. Потом у нас очень хорошая сейчас вот практика по соцсетям. То есть в том же Инстаграме, в WhatsApp, в интернете выходит информация, что где-то что-то происходит. Мы сразу выезжаем и проверяем на месте, правильная ли информация или нет, и сразу принимаем меры. По итогам этого субботника сотрудники Минэкологии собрали 350 мешков, а также 20 кубометров крупногабаритного мусора, которые были вывезены на городскую свалку. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. Северная красавица, якутянка Маргарита Максимова получила 2 титула на конкурсе «Миссис Classic Universe». Маргарита Максимова выиграла сразу 2 номинации – «Миссис Национальный костюм» и «Миссис Мира Классик» на международном конкурсе в Таллине. Этим летом она завоевала титул «Миссис Россия», «Мисс Мира Классик» на конкурсе «Миссис Мира», где, успешно выступив, получила путевку на международный конкурс красоты в Эстонии. В этом году самой красивой женщиной вселенной в возрасте 45+ признана Елена Киреева, поэтому следующий конкурс состоится в России. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Увидимся чуть позже.